Суточный прирост новых пациентов с коронавирусной инфекцией в России составил 8,5 тысяч. Сколько активных случаев заболевания в стране? 4-летнего мальчика покусали соседские собаки. Это не первое нападение в садово-огородном товариществе. Игры доброй воли. 30 лет назад состоялись первые международные спортивные соревнования, где была представлена и Якутия. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8536 случаев. У 38,5% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. За сутки выздоровели 8972 человека, умерли 178. Таким образом, число активных случаев в стране за вычетом всех выздоровевших и всех умерших на текущий момент составляет 231 105. Россия остается на 3-м месте в мире по числу заболевших, на 2-м Бразилия, на 1-м США. За минувшие сутки в республике выявили 98 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила главный санитарный врач республики Маргарита Игнатьева. Заболеваемость регистрируется в Якутске и 19 районах. Среди заболевших 82% взрослых и 18% детей. Среди взрослых 70% заболеваемости приходится на трудоспособное население, на возрастную группу от 18 до 50 лет. По течению заболевания у 28% протекает бессимптомно, у 55% легкой степени тяжести, тяжело переносит заболевание 2%. И у 44 больных пневмония. За последние сутки у нас прибавилось 98 случаев, в том числе в городе Якутске 64, в Мегино-Кангаласском 22, в Чурапче 5, в Нюрингринском и Миконском районе по 2 случая и в Мирнинском, Намском и Хангаласском районе по 1. И зарегистрирован 1 летальный случай, тоже у тяжелого больного, тоже пожилой человек с хроническими заболеваниями. Ну вот на сегодняшний день у нас в республике и в городе Якутске налажена система мониторинга, в которой существует функционал по отслеживанию граждан, которые находятся у нас в режиме самоизоляции дома, контактные и амбулаторные больные. И вот за нарушение режима уполномоченными органами всего составлено порядка 2000 протоколов об административном правонарушении, в том числе в городе Якутске большая половина. Поэтому в судах уже рассмотрено больше 800 дел и наложены предупреждения или в основном административные штрафы. В Хангаласском Улусе подтвердился 20-й случай коронавируса. Положительный результат на COVID-19 показал анализ жителя села Чапаева. Болезнь протекает в легкой форме, он лечится дома. Круг его контактных лиц 19 человек. Всего в районе общее количество контактных лиц составляет 64 человека. Уважаемый Хангалас, сейчас наступлением лета мы как никогда должны сплотиться и приложить все усилия, чтобы остановить распространение новой коронавирусной инфекции. И призываю вас воздержаться от посещения общественных мест, в том числе детских площадок и скверов, и избегать скопления большого количества людей. И соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. В клинике Северо-Восточного федерального университета начали брать анализ крови на антитела COVID-19 2 классов М и G. Тестирование может пройти любой желающий. Где еще можно сдать анализы, сколько стоит и насколько достоверно, узнавала Ульяна Шагина. Будет немножко неприятно. На кадрах пациент сдает ПЦР-тестирование на коронавирус. Полимеризная цепная реакция – метод, который позволяет выявить присутствие COVID-19 в вашем организме. Обычно такой метод посредством взятия мазка из носа и ротоглотки применяется в больницах, а также тогда, когда вы уже с симптомами ОРВИ вызываете врача на дом. Кроме того, существует еще 2 вида анализов. ИФА – иммуноферментный анализ, его делают только в лаборатории, и ИХА – иммунохроматографический анализ. Это тест-полоска или кассета, на которую наносят каплю крови. Все эти 3 вида анализов сегодня можно сдать в Республиканской клинической больнице номер 3. Достоверность этого анализа, иммуноферментного анализа, примерно 70%. ИХА-диагностика, достоверность ниже.
ниже, но скорость быстрее. ПЦР-анализ, достоверность менее 90%. У вас есть всегда выбор, где вы можете сдать. Готовность будет зависеть не только от вида выбранного теста, но и от количества желающих. Обычно от 1 до нескольких дней. Нужно понимать, что сама процедура забора анализа, а далее и лабораторного исследования каждого из них – процедура сложная. Республика сегодня делает все возможное, чтобы сократить это время. Что касается анализов, постараемся, чтобы они уже быстрились, и как можно быстрее люди получали свой результат. Но необходимо обратить внимание для того, чтобы все понимали, сама по себе процедура, очень часто задают вопрос, почему же так долго делается анализ, потому что сама по себе процедура занимает от 4 до 7 часов. Начиная от, соответственно, переодевания наших лаборантов, наверное, тоже один из самых тяжелейших трудов, и заканчивая непосредственно уже выходом, в том числе из лаборатории. К примеру, в Якутске сегодня ИФА-тест делают не только в государственных поликлиниках, но и в частных. Медлайн одна из первых начала проводить подобный иммуноферментный анализ на наличие вируса. ИФА-тест – это анализ крови. Причем сразу берется 2 класса – М и G. Иммуноглобулин G показывает, человек переболел или нет. Иммуноглобулин М показывает острый процесс. Если положительный анализ, то для подтверждения направляем на ПЦР, Роспотребнадзор. За собственное спокойствие, конечно же, придется заплатить. Цена за все 3 вида анализов варьируется в пределах 1500. ИФА-скрининг уже стал довольно популярен. Среди горожан примерно 200 человек приходят только в одну клинику ежедневно для того, чтобы убедиться, есть ли в их организме антитела к коронавирусу. Запись идет на 2 недели вперед. Причем нужно учитывать, что COVID-19 до сих пор до конца не изучен. И нет никакой гарантии, что если даже у вас выявят эти самые антитела, вы не заболеете повторно. ИФА-тестирование теперь появилось и в клинике СВФУ. Условия для приема населения для всех клиник одинаковые и предельно строги. Главная задача – предостеречь людей от заражения. Забор крови у нас в клинике проводится в специально отведенном месте с отдельным входом. После каждого пациента процедурно дезинфицируется. В Москве массовое тестирование горожан на антитела началось еще в середине мая. Такие данные в динамике позволят выявить общую картину так называемого популяционного иммунитета. Увидеть, сколько человек уже переболело и какой сформирован коллективный иммунитет. В Якутске такой метод только начинает набирать популярность, но в ближайшее время появится во всех районах. Ульяна Шагина, Владимир Борисов, Якутск. В первый месяц лета вступают в силу новые законы и нормативные документы. О главных из них готов рассказать Иван Лазаренко. 1 июня президентом Российской Федерации был подписан указ, определяющий новую дату общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию. Этой датой стало 1 июля. После мартовского указа о переносе даты голосования в связи с ситуацией с коронавирусом все официальные действия по подготовке голосования были приостановлены. Однако Центр избирком России не прекращал работу по подготовке. Главным приоритетом при организации предстоящей кампании разработки дополнительных механизмов реализации прав граждан на участие в голосовании в условиях еще остающихся эпидемиологических рисков Центр избирком считает гарантию безопасности здоровья всех участников голосования, создание максимально удобных и доступных условий для голосования, открытость и прозрачность всех процедур, организацию работы общественных наблюдателей и представителей средств массовой информации. Задача сделать все для того, чтобы голосовать было не только легко, но и абсолютно безопасно. Все участники голосования, члены избирательных комиссий, наблюдатели, представители средств массовой информации, сотрудники полиции, находящиеся на участках для голосования, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками и санитайзерами. На каждом участке будет установлен температурный контроль, а сам участок будет в течение дня обрабатываться дезинфицирующими растворами. При проведении общероссийского голосования для удобства, доступности и безопасности наших граждан будут применены следующие алгоритмы голосования. Проведение голосования до дня голосования. Так, участники голосования в течение 6 дней до дня голосования могут прийти на участок и отдать свой голос.
Проведение голосования вне помещения для голосования, в том числе на придомовых территориях, в населенных пунктах, в которых отсутствуют участки голосования. В этом случае голосование будет проводиться также в течение 6 дней до дня голосования. Бесконтактное голосование на дому – голосование граждан, которые не могут выйти из дома по тем или иным причинам. Эти меры позволят избежать очередей и скоплений на избирательных участках. Одной из важных задач при реализации представленных алгоритмов является сохранность бюллетеней и неприкосновенность волеизъявления в течение всего периода голосования. Для этого избирательными комиссиями будут применяться специальные сейф-пакеты, в которые после каждого дня голосования в присутствии наблюдателей будут помещаться бюллетени. На всех этапах голосования и подсчета голосов будет обеспечена работа общественных наблюдателей. Назначать наблюдателей будет Общественная палата Российской Федерации и региональные общественные палаты, которые уже формируют списки наблюдателей. Уже сейчас количество желающих насчитывает более 87 тысяч человек, а в планах еще порядка 300 тысяч. Принцип участия в наблюдении абсолютно свободный. Все, кто хочет, будут наблюдать за общероссийским голосованием. Для обеспечения открытости и гласности процесса подведения итогов будет работать информационный центр, в котором в режиме реального времени будет отображаться ход, а по завершении процесса голосования – его итоги. Данные об итогах голосования будут размещены в сети интернет не позднее, чем через 8 часов с момента окончания голосования. Общие итоги Центр избирком установит не позднее, чем через 5 дней после дня голосования. Пуск автомобильного моста через Лену в Якутии окажет положительный эффект на рост валового регионального продукта республики. Он позволит ежегодно увеличивать его на 3%, сообщил ТАСС руководитель Центра стратегических исследований при главе республики Игорь Николаев. Строительство мостового перехода в районе Якутска придаст мощный мультипликативный эффект снижения стоимости проектов новых перерабатывающих предприятий, сооружение которых сегодня неэффективно из-за отсутствия транспортной инфраструктуры. В зону круглогодичного транспортного сообщения будут интегрированы жители центральных, восточных и западных районов республики или 83% ее населения, сказал Николаев. В рамках рабочей командировки в Среднеколымский район глава Якутии СН Николаев побывал в новом здании детской школы искусств. Новое здание площадью 752 квадратных метра построено по программе общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в 21 веке» и введено в феврале этого года. В школе по направлениям хореография, фортепиано, народный фольклор, художественное искусство обучаются 187 учащихся. С детьми работают 10 педагогов. В ходе визита СН Николаев осмотрел новые учебные кабинеты, музыкальные и хореографические залы, пообщался с преподавателями. Также глава Якутии проверил ход строительства многофункционального спортивного комплекса в Среднеколымске. Его ввод запланирован на 4-й квартал 2020 года. Двухэтажное каменное здание спортивного комплекса строится на средства федеральной субсидии, предусмотренных в рамках реализации плана социального развития Центров экономического роста субъектов России. Стоимость объекта свыше 295 миллионов рублей. На первом этаже здания будут располагаться спортивный зал, снарядная, раздевальные, душевые, кабинет врача, комната ожидания, тренерская и тренажерный зал. На втором – борцовский зал. Строители рассказали, что в настоящее время готовность объекта составляет 54%. С началом речной навигации сюда будут завезены отделочные материалы. Прием документов в колледжи и техникумы Якутии начнется с 20 июня. Особенностью этого года будет подача заявлений в электронном виде через портал образовательных услуг республики до 25 августа. Для этого абитуриентам необходимо иметь учетную запись портала государственных услуг. Что касается абитуриентов, поступающих на творческие профессии, то для них действуют иные правила. Для них прием на очную форму обучения завершится 15 августа. При этом вступительные испытания проводятся с использованием дистанционных технологий. При наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября. Прекращение личного приема в условиях полной изоляции не стало препятствием к получению мер господдержки. С получателями единовременных детских выплат пообщалась Татьяна Вахнина.
В режиме изоляции супруги Петровские не совмещают прогулки с посещением государственных учреждений. Все формальные вопросы мама и папа решают дистанционно. Так, единовременные выплаты, полагающиеся на детей по линии соцзащиты и пенсионного фонда, родители уже получили. Я подавала через портал госуслуги, получила 5 тысяч на ребенка, 15 вот эти, потом 10 тысяч вот на старшего получала. И сейчас пришла оформлять другие на пособие. В семье Петровских подрастают двое ребятишек. Единовременные выплаты, полагающиеся из государственного бюджета, для семьи стали хорошим подспорьем. Ну да, помогает хорошо. Сотрудники управления соцзащиты по Алданскому району отмечают активность родителей в подаче документов на получение единовременного пособия на детей от 3 до 7 лет. В настоящее время поступило несколько сотен заявлений на начисление соответствующей выплаты. На сегодняшний день поступило уже более 600 заявлений из, скажем так, более чем 1000 получателей. Данные заявления обрабатываются специалистами. В режиме изоляции личный прием граждан в управлении социальной защиты не ведется. С населением специалисты работают дистанционно. Заявления на начисление выплат подаются через интернет. Иные документы предоставлять не нужно. Соответствующие запросы делают сотрудники соцзащиты. Само заявление, это, можно сказать, как вершина айсберга. Да? То есть человек подает, пишет только одно заявление, да? А дальнейшую работу, связанную со сбором документов, с подтверждением доходов, уже проводится непосредственно специалистами в управлении. То есть это более чем 10 запросов на каждого человека. В условиях изоляции нагрузка у специалистов управления соцзащиты увеличилась. В настоящее время сотрудники ведут подготовительную работу по увеличению размера выплат родителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком. Выплата увеличена в 2 раза, и она на сегодняшний момент будет составлять 9452 рубля. В настоящее время готовятся соответствующие распорядительные документы. Прекращение приема для граждан не становится препятствием в получении той или иной выплаты. Меры господдержки предоставляются в полном объеме. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Четырехлетнего мальчика 1 июня покусали 3 соседские собаки в Сот-Росинка в столице республики. Как рассказала мать ребенка Диана Алексеева, нападение произошло на их собственном участке, который находится по Покровскому тракту. Собаки проникли через приоткрытую калитку. Хозяином животных оказался сосед, который на тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Произошедшим занимаются правоохранительные органы. Кроме того, выяснилось, что это не первое нападение в этом садово-огородном товариществе. 2 часа ребенка в операционной полностью зашивали раны. 8 очень глубоких ран на голове и рассечение рук в области плеч. Количество швов не счесть. Хозяин собак категорически отказывается усыплять собак. Во время пандемии, во время самоизоляции, во время карантина лагеря сейчас не работают. То есть дети вынуждены будут гулять только на дачах. В частных домах, на своем же участке. У нас сейчас этот вопрос стоит очень остро, И соседи, которые не могут воспитывать своих собак, представляют такую опасность и угрозу. В Мирном загорелась свалка. Пожар произошел на открытой территории городского полигона твердых бытовых отходов. Выясняется причина возгорания и устанавливается площадь. В тушении пожара задействованы пожарные расчеты МЧС и техника МУП «Коммунальщик». Жители города отмечают, что свалка тлела каждый год, но сейчас в городе заметно небольшое задымление. В Алданский комитет экологического надзора поступило видео о загрязнении реки Илымах, протекающей в 150 километрах от Алдана. В тот же день была направлена группа госинспекторов в целях выяснения обстоятельств, а также для отбора проб воды. В ходе рейда в зоне промышленной деятельности компании «Прогресс» были выявлены 2 источника загрязнения на месторождении рассыпного золота «Сухой» и на отработанном в 2019 году месторождении «Амбурдак». По результатам проверки Алданским комитетом возбуждено административное расследование, пробы воды анализируются, и после получения экспертного заключения будет принято процессуальное решение.
Медведь был замечен в Амгинском районе. Хищник переплыл реку с правого берега в сторону села Амга. После поступления сигнала очевидца была организована оперативная группа. В течение дня они искали зверя. Следов хищника и самого зверя не удалось обнаружить. Еще один медведь был замечен в Амгинском районе, но уже в селе Абага. Его добыли местные жители. Комиссия призывает жителей соблюдать предельную осторожность, приостановить выходы на природу. Составлена группа из числа сотрудников полиции, с комиссии чрезвычайной ситуации и с инспекторского состава Амгинской инспекции. И будет осуществляться сейчас тоже данное мероприятие по регулированию данного хищного животного медведя. Этот случай на сегодняшний день 4-й случай в Амгинском улусе. Было выходы медведя в Сатагайском наследии, Чакырском наследии и 2-й случай вот в селе Амга. Купальный сезон официально не открыт, но людей на городском пляже это не останавливает. Сотрудники ГИМС провели рейд на территории городского пляжа Якутска. Проводятся подготовительные работы к летнему сезону. В ходе рейда проведены профилактические беседы. Горожанам рассказали о последствиях купания в непредназначенных для этого местах. Также напомнили правила поведения на воде. Родителям об обязанности контроля за детьми, особенно вблизи водоемов. Сегодня нами на территории 202-го микрорайона проведена разъяснительная профилактическая беседа с гражданами, так как граждане приходят отдыхать сюда со своими детьми. Призвали их не оставлять детей без присмотра, поэтому это важное правило всем взрослым уяснить то, что нельзя оставлять детей без присмотра, необходимо осуществлять постоянный контроль за ними, отбросить все свои гаджеты, журналы и все свое внимание уделить детям. Больше 30 лет назад состоялись первые международные спортивные соревнования «Игры доброй воли». Это была альтернатива Олимпийским играм. Атлеты из 70 стран приехали в Советский Союз, чтобы выяснить, кто из них сильнее и быстрее. Причем на этом масштабном мероприятии была представлена и Якутия. Как это было, расскажет Максим Кардозу. Вот так в 1986 году начинались игры доброй воли в Москве. Соревнования, которые должны были примирить Запад и страны соцлагеря. До этого обе Олимпиады в Советском Союзе и в США бойкотировали десятки государств. Церемонию открытия готовили несколько месяцев. В столице собрались лучшие артисты, среди которых оказались и солисты государственного ансамбля «Танцы Якутии». Туда приехали со всего Советского Союза, из Средней Азии, из Кавказа, из Прибалтики, из Украины, Белоруссии. И мы очень дружили вот с этими артистами. Мы жили в Олимпийском центре Измайлова. Нас оттуда возили. Вот, и сперва у нас репетиции шли в крытом таком стадионе «Динамо». Потом мы пришли репетировать стадион «Лужники». Вместе с другими коллективами, танцевальными ансамблями, тоже с ними дружили, обменивались своими танцевальными движениями, танцами. Из них, например, я могу показать здесь фотографии из Туркмении. Очень прекрасный коллектив, замечательный. Примечательно, что якутские артисты выступали на гигантской арене Лужники под якутскую песню «Тундара» в исполнении Маргариты Суворовой. Мы дружили с ребятами с других стран. Нам была интересна их культура, их костюм, национальные костюмы, их танцы. Я счастлива, что была там, участвовала в этих играх. С той знаменитой церемонии открытия игр прошло уже 34 года, но участники тех событий до сих пор помнят подробности выступления и продолжают танцевать. Мне 63 года, и я до сих пор танцую в самодеятельности. Принимаю участие в различных конкурсах, не оставляю сцену. Танцы – это часть моей жизни. Игры доброй воли проводились всего лишь 5 раз. После распада Советского Союза и окончания Холодной войны их актуальность пропала. Но осталась история, и в ней навсегда вписаны имена якутян. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва, Якутск. На этом у меня все. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире.